Якутии до сентября 2025 года предстоит расселить свыше 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Это самый большой показатель по стране. В масштабную программу переселения в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» включены 3619 домов, где проживают более 60 тысяч якутян. В теме разбирался Евгений Тайтонов. Дом на болоте. Именно так прозвали двухэтажную деревяшку на Билибино сами жильцы. Построенное в 1984 году здание уже через 10 лет потеряло былой вид. В середине 90-х дом поплыл. Трещины, протекающие крыши, скосившийся пол. С каждым годом проблем становилось все больше. В 2014 году дом признали аварийным. Переселить всех граждан планировали к концу 2021 года. Подъезд, конечно, вообще в ужасном состоянии. Мать 4 детей Анна Васильева прожила в этом доме 37 лет. Ее квартиру на первом этаже зимой насквозь продувало. Вдобавок к этому постоянная сырость и плесень на полу. Все это очень сильно повлияло на здоровье детей. Ну, квартиру я в данный момент сейчас не могу показать. Ее забили гвоздями, потому что, видимо, летом или когда дверь сломали и заходили люди. Может, подростки тут собирались. И тут управляющую компанию уже дверь забили. Ну вот у меня планировка такая же, как вот моих бывших соседей, только в зеркальном отражении получается. А состояние квартиры здесь даже намного лучше, чем у меня. У нас полы провалились, стены вот начали все лопаться, потолок. И ну, канализации у нас вообще не было. Как говорится, наш дом ходил грубо под себя. Вот, канализации вообще не было. И дома было очень холодно зимой. Ну, в зимнее время, конечно, было очень холодно. У меня дети очень часто болели. Мы жили на первом этаже. Мы зимой в тапочках не ходили. Мы всегда ходили в валенках, в унтах, ну вот в теплой обуви. Десятилетия в невыносимых условиях. Все эти страдания закончились весной этого года. Новое жилье по программе переселения Анна получила даже раньше запланированного срока. Полгода назад взамен обветшалого жилья она получила 4-комнатную квартиру на вторичном рынке. И вот когда мы приехали, нам предоставили документы на эту квартиру. Мы в эту квартиру заехали, когда не то что заехали, приехали посмотреть. Мы были очень удивлены. Квартира очень большая, светлая, 4-комнатная квартира, квадратура больше. Вот, там даже на 12 квадратных метров мы квартиру больше получили. Вот. Квартира светлая, теплая, самое главное. У каждых моих деток своя комната. Ускорить процесс переселения Анны из аварийного жилья помогло опережающее финансирование Фонда содействия реформированию ЖКХ. Вместе с Анной такую возможность в этом году получат еще 5000 жителей столицы. В программу включены дома, признанные аварийными с 2012 по 2017 год. Благодаря опережающему финансированию началась уже работа над реализацией этапа 2022 года. И благодаря этому люди уже начинают получать новое жилье и выплату компенсации. Один этап программы переселения у нас длится 2 года. То есть в этом году у нас параллельно реализуется уже 3 этапа программы переселения. В следующем году планируем уже подать заявку в фонд о начале реализации этапа 2023 года, также опережающими темпами. С учетом обязательств республики по опережающему расселению аварийного жилья в этом году планируется обеспечить новым жильем порядка 18 тысяч граждан, что в 1,5 раза выше ранее планируемых показателей. Евгений Тайтонов, Георгий Григорьев, Джулустан Иннокентьев, Якутск.